Утром 10 градусов. Он говорит, тогда и зимы были холоднее, и деревья выше, и снега больше. И ему можно верить, ведь его дневнику погоды ни много ни мало 70 лет. Житель деревни Качемир Салих Шарипов всегда знает, когда снег, когда зной, когда дождик проливной. Мне было 10. Когда учился в школе, нас выводили на улицу, и мы измеряли температуру. Люди ведь на это не обращают внимания, а мне было интересно. Вот так со школы ежедневно что видит, то и записывает. Большую часть жизни, проработав слесарем, дедушка ни разу не изменил свои традиции. Наблюдение за погодой превратилось в хобби. Все данные Салих Абы заносят в погодный дневник. Здесь в хронологическом порядке ведутся записи с 50-го года прошлого века и до наших дней. За десятки лет мужчина вывел свои климатические закономерности. Погода повторяется примерно каждые 10 лет. Например, по журналам предсказал, что май прошлого года будет дождливым практически день в день. На страницах тетради отмечены и температурные рекорды. Так, например, самой холодной зима была в 1979 году, минус 45 градусов. А самое жаркое лето было в 2010 году. Столбики термометров поднялись до плюс 40. Односельчане одобряют и всячески поддерживают увлечение Салиха Закировича, потому как соседу известно лучше всех, как одеться самим и детям. Да, и мы спрашиваем, вот завтра как будет погода или на неделю, что Салих Абы скажет, что у него там написано, все это совпадает. С Салихом Шариповым мы знакомы с детства. Очень отзывчивый, помог нам обустроить в мечети музей. Бросать свое увлечение Салих Шарипов не собирается и уже дает прогнозы на этот год. И, увы, даже по любительским наблюдениям холодной зимы и теплого лета ждать не стоит. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Кукмарский район. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.